гитарной поэзии. Мы очень рады вас видеть вновь в этом зале. Удивительно, что в январе у нас уже 5 января состоялся один концерт. Но мы не могли пройти мимо даты 25 января, 80-летия Владимира Семеновича Высоцкого. И очень много людей собрались поучаствовать в этом концерте, и мы подумали, что многим будет интересен этот концерт. Спасибо, что вы пришли. Ведущая сегодняшнего концерта Ирина Генриховна Конова. Я хочу еще сказать, что библиотека подготовила для вас выставку. Книжечки вы можете посмотреть там, пластинки, и потом взять их домой в отделе литературы по искусству. Приятного всем вечера. Добрый день, здравствуйте. Рада приветствовать вас сегодня на нашей очередной встрече, в нашей программе «Обреченный на вечность поэт. Посвящение Владимиру Высоцкому». И сегодня мы хотели бы для вас не только, мы пригласили не только людей, участников концерта, но сегодня и в числе выступающих участники спектакля, сделанного в 2003 году режиссером Вячеславом Николаевичем Кушниром по стихотворениям и по песням Владимира Высоцкого. Показ его проходил в республике не только в Сыктывкаре, но и в других городах, в Ухте, в Печоре. Спектакль сегодня работает, существует в виде участников, в виде наших любимых песен. Поэтому мы хотели бы сегодня начать для вас с небольшого пролога, первого разговора, и для этого я приглашаю на сцену сейчас одного из участников спектакля, Виктора Михалева. Живу я в лучшем из миров. Живу я в лучшем из миров, не надо хижины мне. Земля постель, а небо кров. Земля постель, а небо кров. Ни стены лес, могила ров. Вне стены лес, могила, ров, мурашки по спине. Но мне хорошо, но мне хорошо, но мне Лучи полят, не надо дров. лучи полят, не надо дров, любой ко мне заходи. Вот только жаль, не чинят кров. Вот только жаль, не чинит кров, А в этом лучшем из миров. а в этом лучшем из миров бывают и дожди. Но мне хорошо, но мне хорошо, но мне хорошо, хорошо. И все прекрасно, все во мне. И все прекрасно, все во мне, хвала богам от меня. Еще есть дырка на ремне. Еще есть дырка на ремне. Я мог бы ездить на коне. Я мог бы ездить на коне, да только нет коня. Но мне хорошо, но мне хорошо, но мне хорошо, хорошо. Мне судьба до последней черты, до креста, спорить до хрипоты, а за ней немота. Убеждать, доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе, не то и не так, пусть не в раз, пусть сперва не поймут ни черта, повторю даже в образе злого шута, но не стоит предмет, да и тема не та, суета всех сует, все равно суета. Я дорогой, ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу, даже если сулят золотую парчу или порчу грозят напустить. Не хочу на ослабленном мире, я не зазвучу, я уж свой подновлю, подрещу, покручу. Если все-таки чашу испить мне судьба, если музыка с песней не слишком груба, если вдруг докажу, даже с пеной у рта, я умру, но скажу, что не все, суета. Кто верит в Магомета, Кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. хорошую религию придумали индусы. Что мы, отдав концы, не умираем, а совсем стремилась ввысь душа твоя.
Жили себе нормальненько, из повар веселиться, ведь, может быть, в начальника душа твоя веселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом. А после из прораба до министра дорастешь. Но если тут, как дерево, родишься бабом, И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Садова укая жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем? Мы никогда не знаем, кто был никем, тот станет всем, задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяй. А этот мирный человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я прошу искусы, удобную религию придумали индусы. Смеюсь на взрыв, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и до ушей я стал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Тогда мое нормальное лицо вы, вероятно, приняли за маску. Петарды, конфетти, но все не так. И маски на меня глядят с упором. Они кричат, что я опять не в такт, что наступаю на ноги партнерам. Что делать мне? Бежать? Да поскорей. А может, вместе с ними веселиться? Надеюсь, я под масками зверей бываю человеческие лица. Все в масках, в париках, все как один. Кто сказочный, а кто литературен. Сосед мой слева — грустный Арлекин, другой — палач, а каждый третий — дурень. Один себя старался обелить, другой лицо скрывает фотоглазки. А кто уже не в силах отличить свое лицо от непременной маски? Я в хоровод вступаю, как отчаяние, но все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет? Вдруг Арлекин навеки загрустит, любуясь сам своим лицом печальным. Что, если дурень свой дурацкий вид так и забудет? На лице нормально. Как доброго лица не прозевать? Как честно их отличить наверняка мне? Все научились маски надевать, чтобы не разбить свое лицо о камень. Я в тайну масок все-таки проник. Уверен ли, что мой анализ точен, что маски равнодушны у иных, защита от плевков и от пощечин. Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменит гитару электроорганы, электророяль, электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунный миг, как юность мою своими семью серебряными
электророяль. Мне, конечно, не пора, другие появятся с песней другой. Но как